Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В рамках празднования Дня предпринимателя Якутии с 19 по 23 сентября состоится форум предпринимателей Якутии. Мероприятие объединит целеустремленных и активных предпринимателей со всей республики. Какие задачи призван решить форум, расскажет гость студии Тимур Ханды, министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вначале хотелось бы спросить, сколько участников соберет данный форум предпринимателей, и какой в целом портрет предпринимателя на сегодняшний день? Форум вообще ежегодный, у нас проходит традиционно. На сегодняшний день порядка 400 человек принимают активное участие. Но, тем не менее, судя по статистике налоговой службы, у нас в республике работают 39 тысяч предпринимателей. Я думаю, что охват будет полный, а в части именно активного участия, конечно, будут задействованы все бизнес-сообщества, всем, кому это интересно. Многие приезжают из районов, поэтому после пандемийного времени, я думаю, это именно та площадка, где предприниматели будут объединяться. Что насчет портрета? Насчет портрета, это, наверное, более субъективное время, потому что кто-то смотрит на это по-разному. У нас есть сферы торговли, есть сферы туризма. И в каждой сфере портрет предпринимателя абсолютно разный. Вот сейчас буквально с коллегой общался, что она говорит, очень много молодых предпринимателей. Действительно это так. Потому что те меры поддержки, которые сегодня есть, дают возможность стартануть и открыть свое любимое дело. Поэтому здесь, наверное, нет единого портрета. Это человек активный, это патриот, он любит свою республику, он любит свое дело. И пути становления предпринимателя, они всегда разные. Кто-то хочет решить проблему, кому-то нужны дополнительные заработки в части денег. То есть причины абсолютно разные. Допустим, стоите в очереди в поликлинике когда-то, и у вас живая очередь, кто-то ушел, потерялся, и кто за кем стоит, непонятно. Предприниматель придумал и решил сделать талончики. Очередь четкая, то есть это решение проблем. У кого-то не хватает денег, допустим, на определение своей мечты, достижения, он говорит, мне нужно заняться так-то, я люблю этим заниматься. И когда ты занимаешься своим делом, у тебя всегда получается. Это действительно, вы правы на 100%, занятие своим делом будет получаться все очень хорошо. Но какой вклад бизнеса на сегодня в целом в экономику региона и сколько человек занято в данной сфере? Может ли бизнес увеличить рабочие места и в каких направлениях это возможно сделать? По цифрам, давайте посчитаем. Округлим, чтобы было легче считать. У нас примерно, чуть-чуть не хватает до 1 миллиона человек в республике, в целом. На сегодняшний день по статистике 113 тысяч-122 вместе с самозанятыми работают в сфере малого и среднего предпринимательства. Если это разделить, то получается каждый 8-й, каждый 9-й человек задействован в бизнесе. Но это субъекты МСП, которых мы видим, на которых распространяются меры поддержки. Но еще нужно взять крупные компании, которые не являются субъектами МСП, но это тоже бизнес. Поэтому роль бизнеса в экономике, она колоссальная. Даже если посмотреть на муниципальное образование, городские округа, упрощенная система налогообложения и зарплата в виде НДФЛ – это основной источник дохода любого муниципального бюджета. Поэтому роль очень высокая. Поэтому работа по формированию благоприятных условий для ведения деятельности, для бизнеса, она стоит в приоритете. Не только в нашем министерстве, она стоит в приоритете у всего региона, правительства, у всех глав муниципальных районов. И, в принципе, все субъекты Российской Федерации работают по такому направлению. Давайте вернемся к форуму, ведь в рамках этого мероприятия запланированы мастер-классы, знакомства с лучшими бизнес-кейсами. Расскажите, каких спикеров вы пригласили и ожидаете там увидеть? Что такое бизнес-кейс? Бизнес-кейс – это проблема, смотрите, 1 + 1 – 2. Все это знают, и в предпринимательстве, когда вы входите, 1 + 1 уже кто-то решил, проблема какая-то уже у кого-то была, и мы формируем постоянно эти кейсы для того, чтобы те, кто впервые сталкиваются с какой-то проблемой, у них была инструкция, что нужно сделать пошагово. Это и есть бизнес-кейсы. Поэтому я считаю, что наши бизнес-сообщества, они в первую очередь могут, наверное, самые объективные бизнес-кейсы дать для начинающих предпринимателей. Якутия – уникальный регион. У нас есть специфика, это крайний север, это транспортная логистика. Я не уверен, что даже федеральные эксперты могут нам рассказать, как нужно вести бизнес в Якутии. Это мы можем всем рассказать, как нужно вести. Мы, я имею в виду бизнес-сообщество.
Поэтому, конечно, тут задействованы все основные бизнес-сообщества. Ассоциация рестораторов, «Сделано в Якутии», Союз товаропроизводителей, наши федеральные сети – это «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата. Ну и, конечно, здесь площадка все-таки для бизнеса, для государства. Мы продолжаем усиливать коммуникации. У нас впереди очень много стоят задач, которые нужно решить именно на этом форуме. А что насчет дискуссионных площадок? Какие там будут вопросы обсуждаться? И вообще в целом, какие вопросы волнуют сегодня бизнес-сообщество республики? Ну, смотрите, у нас экономика поменялась, финансовые потоки поменялись. Кто-то уже настроился, да, у кого-то генерация выручки уже улучшилась, у кого-то нет. И именно люди, которые уже имеют определенные успехи, будут делиться своим опытом. Какие проблемы стоят? Ну, проблемы всегда есть, и из них основные – это, наверное, налоговая политика. Сегодня очень остро обсуждается вопрос по продлению ставок на упрощенную систему налогообложения. Предприниматели, конечно, очень сильно ощутили на себе, наверное, вот это перераспределение потоков, увеличение там, наверное, налоговых нагрузок в целом, да. И здесь очень важно найти компромиссное решение, потому что все-таки доходы – это доходы в бюджеты разные, а потом это идет на расходование социальных направлений. То есть это важно. То есть важно получить налог от предпринимателя, но и важно сделать так, чтобы этот налог не был слишком большим. Мы не оправились после пандемии полноценно. Санкционное давление, да, финансовые потоки поменяло. И если мы слишком сильно будем требовать от предпринимателя оплаты налогов, ну, в будущем, возможно, некому будет платить налоги. Поэтому это очень тонкая работа, и здесь, я думаю, что мы выработаем компромиссное решение. Ну, хочется также спросить, как вы считаете, каких навыков не хватает начинающим бизнесменам? И должен ли в целом образовательный процесс у предпринимателя быть непрерывным? Согласен с последним, потому что учиться нужно всегда, ситуации меняются, законодательство меняется. Предприниматель – это тот человек, который является и бухгалтером, и управленцем, и менеджером, и финансистом, и юристом. То есть ему приходится постоянно обучать свои навыки. И на форуме мы как раз создаем такие площадки, где предприниматели могут получить некие компетенции. Обучаться нужно всегда. И я думаю, что это не только в предпринимательстве. В целом наша жизнь, она такая, что нужно всегда учиться и всегда нужно быть востребованным. А помимо форума, где могут обучаться предприниматели? У нас по линии национальных проектов, которые реализуются уже довольно-таки давно, есть центр «Мой бизнес». Еженедельно он проходит в формате вебинаров, совещаний. Мы привозим спикеров, проводим и дистанционные обучающие мероприятия абсолютно по всем направлениям. Поэтому, если вдруг кто-то, послушав наше интервью, захотел стать предпринимателем, а это интересная история, поэтому обращайтесь в центр «Мой бизнес», горячая линия, проконсультируют, объяснят, доведут ручкой до налоговой, объяснят все, и бизнес-планы тоже в кейсах есть, чем можно заняться. А какая поддержка оказывается предпринимателям региона на сегодняшний день? Сегодня у нас одна из беспрецедентных мер – это налоговые преференции. Мы снизили налоговые ставки до минимума, то, что можно сделать в рамках налогового кодекса. Доходы 1%, доходы минус расходы 5%. Если посмотреть на все субъекты Российской Федерации, только в 2 регионах были приняты такие решения безусловные – в Дагестане и в Республике Саха-Якутия. Я думаю, что именно такие меры поддержки, они дают возможность предпринимателям чуть-чуть передохнуть, взяться с мыслями и пересмотреть свои финансовые модели. Помимо этого, конечно, мы еще разработали меры поддержки финансовые. То есть у нас работает фонд развития предпринимательства, микрозаймы до 5 миллионов рублей на 5 лет, под универсальную ставку 8%, под туризм 5%, торговли наконец-то были разработаны. Потому что если бы торговли мы не разработали меры, цены бы на продукты питания, в том числе, они бы повысились бы очень сильно. Поэтому тем самым мы сумели сдержать резкий рост цен. И, соответственно, градация. То есть до 5 миллионов, с 5 миллионов в региональном банке «Алмазе» выдаются у нас кредиты для более крупных компаний. А в целом, я думаю, что самая лучшая мера поддержки, конечно, это коммуникация и чтобы были единые правила, которые бы не менялись, чем дольше, тем лучше.
Тимур Юрьевич, сейчас хочется спросить про туристический бизнес. Он активно в нашем регионе в последнее время развивается. Расскажите, хватит ли там всем места, если вдруг кто-то из предпринимателей захочет занять там свою нишу, и насколько он перспективный сам по себе как бизнес? Ну, очень перспективный, потому что, имея площадь в 3 миллиона квадратных километров, имея, допустим, ту поддержку от федеральных органов исполнительной власти, которую мы сейчас получили в лице Ростуризма, корпорации Туризм РФ, мы сейчас будем наращивать турпоток. А это означает то, что уже сейчас нам не хватает предпринимателей, которые бы могли бы предоставлять услуги для наших туристов будущих. Сегодня у нас есть турсообщество, есть основные игроки туристической индустрии, но их все равно мало. Нам нужно создать конкурентный хороший рынок, который будет в дальнейшем улучшать конкуренцию, а это, как следовательно, качество предоставления и сервиса в том числе. Поэтому туристическая индустрия, она очень интересна. Я хотел бы обратить внимание на первый кластер массового туризма, конечно, это Ленские столбы, наследие ЮНЕСКО, ну и полюс холода Аймикон. Это те два основных проекта, которые сегодня знает практически каждый россиянин. А какие еще есть у нас туристические продукты, которые мы можем считать визитной карточкой нашего региона и которые тоже активно развиваются? Знаете, мы недавно делали аналитику, как узнают, допустим, интуристы. Интуристы — это внешние туристы из других стран. Они знают практически каждый, что такое Аймикон, полюс холода. Потом, когда они начинают формировать себе уже маршрут, они понимают то, что Аймикон находится в Якутии, а потом понимают то, что Аймикон и Якутия находятся в России. Понимаете, да? То есть брендирование идет намного вперед, чем мы успеваем сформировать инфраструктуру. Доставка, самолеты, туристические базы, места размещения, общепит, сервис, сами пешие маршруты какие-то. Да? Вот, очень много на самом деле предложений. Вот просто приведу пример. В одном из регионов молодой человек увидел, что там птички, да, вот, гнездятся, и просто начал фотографировать, начал выкладывать в социальные сети. И очень много откликов появилось, и появился в итоге туристический маршрут. То есть у него все записано наперед, он ходит, у него есть определенные локации, туристов заводит группами по 10-20 человек, они располагаются, начинают снимать и получают впечатление. На самом деле таких локаций и идей, которые сформируют туристический продукт, очень много. Сегодня Якутии есть что показать. Вот, поэтому я бы хотел обратиться в том числе и к активистам, предпринимателям, которые бы хотели заняться. Но это бескрайняя вообще площадка, чем можно заняться в части туриндустрии. Конечно, в первую очередь здесь мы работаем по коллективным средствам размещения, такой термин есть, это и есть турпоток. То есть статистика туристического потока измеряется в номерном фонде. Сколько человек можно разместить одновременно вот во всех гостиницах, турбазах и так далее. Поэтому мы первым делом увеличиваем количество номерного фонда. Сейчас ведется строительство, точнее проектирование 2 гостиниц 4-звездочных на 180 мест. Это должно, конечно, сформировать турпоток. Это самое главное, от чего все начинается. И уже потом предпринимательство, да, и малый и средний бизнес, в том числе туриндустрия бизнеса, они уже будут видеть турпоток, и уже можно легко спланировать финансовую модель для того, чтобы их бизнес был прибыльным. Тимур Юрьевич, спасибо большое, что пришли. Желаем развития туристическому бизнесу, но не только ему, но и вашему форуму предпринимателей, который только пройдет. Ну и в целом желаем вам удачи. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.